Говорят, что библиотеки – это сокровищницы всех возможных богатств мира. Артур Шопенгауэр, один из ярчайших философов XIX века, любил повторять, что именно библиотеки являются единственной надеждой и неуничтожимой памятью человеческого рода. Цель 9-го международного молодежного арт-фестиваля «Прогулка по набережной» не только популяризация чтения, в особенности среди молодежи, но и акцентуация библиотек как мест наиболее приспособленных для интеллектуального и творческого развития. Безмерно рад гостям, которые сегодня присутствуют на этом арт-фестивале. Замечательные российские писатели, адыгские писатели, специалисты других уровней, которые сегодня представляют множество площадок культуры, через которого мы хотим продвигать тему книга и чтение. Примечательным является также и то, что данный арт-фестиваль объединил не только библиотекарей и чтецов, но также и певцов, танцоров и многих других. И мы надеемся, что в дальнейшем таких замечательных мероприятий будет гораздо больше, и совместными усилиями мы сможем воплощать и другие проекты, прививающие любовь к истории, культуре и, конечно же, к чтению. Рядом с созданием Национальной библиотеки были организованы различные площадки. Территория литературы и библиотек, музейная территория, территория визуального искусства и национальных ремесел, территория моды, танца и музыки, территория спорта, детская площадка, территория национальных общин, образовательные зоны для школьников, включая химическую лабораторию, зону 3D-моделирования, виртуальной реальности и так далее. На фестивале также были представлены книжные выставки, площадки живого слова и театральных представлений. Скажите мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, какой ты человек. Вот это сейчас действительно мы живем в непростое время, и живая книга, чтение книг, настоящих книг, классических книг отходит, к сожалению, на какие-то вторые и третьи роли. Поэтому я считаю, что такие мероприятия просто необходимы. Абхазию очень трудно удивить талантами. Небольшая, даже маленькая страна подарила миру столько талантливых людей. Пусть Абхазия продолжит эту традицию. Пусть она дарит миру великих людей, великих писателей, великих поэтов, танцоров, певцов, всех деятелей искусства. Одна из площадок была посвящена автору первого абхазского романа, чье имя и носит Национальная библиотека, Ивану Папаскир. Посетители могли посмотреть его труды, собранные в экспозиции, послушать лекции, посвященные жизни и творчеству писателя. В качестве партнера фестиваля выступили учреждения культуры Абхазии и России, администрации городов и районов республики. Среди гостей фестиваля множество известных в сфере искусств людей, писатели, поэты и культурные деятели. Наша культура и вообще республика возрождается. Это первый такой благоприятный и прекрасный факт. Его отмечать очень здорово. Мне важно, я так сказать, человек, живущий на два дома, да, и в России, и в Абхазии. И плюс к тому, что я сказал, вот этот фестиваль и сама библиотека – это дополнительный мост между культурами. Подрастающему поколению надо все это показывать. Вот тут мы видим много площадок и литературных, и каких-то научных. И я вижу вот здесь музеи ваши замечательные. Поэтому дай Бог, чтобы этот фестиваль имел долгую дорогу. Вот сегодня у нас 9-й фестиваль, чтобы 20-й, 30-й, и чтобы он только расширялся. Один из главных принципов арт-фестиваля «Прогулка по набережной» – его открытость и доступность как для участников, так и для зрителей. Уже в 9-й раз Национальная библиотека собирает вместе любителей книг, пропагандистов чтения, мастеров искусств, литературы и слова, библиотекарей, поэтов и писателей. На глазах участников под открытым небом разворачивается торжество искусства, науки и творчества. Рада Чачава, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.